друзья, это было музыкальное приветствие Чебоксарской муниципальной капеллы классики под управлением заслуженного работника культуры Чувашской республики Александры Васильевны. Хакла индешсен, хакла даванзем, паян Чуваш патшалық үнер музейінше, урамра омаржандал музанда пиде бызык уяв. Паян, Эвер, Чувашин самый чапло үнержіне, самый чапло шынынне. Саграгун жулдарны язла халаланы ураба ужатар Виталий Петрович Раскивити. Саграгун жулдарны ячебе курав ужатар. Чуваш культуре, чуваш аштуеме, вал пиде тяпля, войла, тарам, самахсем нумай головам плати. Чуваш культуре не хоин картины зинче ктардаган уняжи зем нумай хумар. Вал фамилия зем, вал дядя зем, шаг, наверное, иге алтуни зем жіне горящие. Виталий Петрович Хоин, картинзиче, чуваш хал культурине, астуйне, пуян лахне катардать. Шаун вада паянги курав, премеш, шакшудалка премеш, чуваш хал культурине, халалана курав демеде, чанзумах каламалать. Дорогие друзья, уважаемые гости, сегодня в зал Чувашского государственного художественного музея мы открываем персональную выставку, посвященную 80-летию со дня рождения заслуженного художника России, народного художника Чувашской республики, монументалиста, эмальера, прекрасного, потрясающего графика и знатока чувашской культуры, этнографии, костюма, поэзии Виталия Петровича Петрова. Вы знаете, меня потряс тот творческий накал и напор, который музейщики в течение этих 3 рабочих дней, начиная с понедельника, выдержали. Казалось бы, человеку 80 лет. В этом возрасте, как правило, достаточно так почивают на лаврах, сидят там где-нибудь в кабинете, а нет. Как мы поехали в мастерскую Виталию Петровичу, и наша музейная газель, 1 лист, 2 лист, 3 лист, и мы все сюда поднимаем произведение, и я с ужасом для себя осознаю, что тесно в залах работы Виталия Петровича. Мало места. Столько произведений, и каждое произведение уникальное. Ведь бывают разные выставки. Мы здесь делаем выставки натюрморта, пейзажа, портретного искусства. Разные бывают выставки по напору, по накалу, по наполненности. А здесь каждое произведение, которое висит вот в стенах этого центрального зала, мы с Виталием Петровичем до начала этой выставки прошлись. И о каждом произведении Виталий Петрович может рассказывать по полчаса, поскольку они глубокие и емкие. Там не просто изображения. Там целая философия, там целая мифология. И эту мифологию может только вот этот код может расшифровать только сам Виталий Петрович. И когда в фойе мы зашли, Виталий Петрович рассказывал о небольших, сразу встречает Костя на левой стенке произведений, ряд произведений, очень сокровенных. Произведения, которые, они действительно очень близки Виталию Петровичу, и они очень сокровенны, они о его семье, о его предках. И в конце я задаю Виталию Петровичу вопрос. Виталий Петрович, так ведь эти произведения вы должны расшифровать, ведь многие не поймут, поскольку настолько глубоко, настолько патриотично, настолько чувственно, эмоционально и национально, что зрителю просто так пробежаться по экспозиции не получится. Нужно останавливаться около каждого произведения и вникать. Это характеризует не всех авторов. Виталий Петрович как раз тот автор, который думает, и его мысли в его произведениях. Так что вот центральный зал для изучения в течение 3 недель
мне кажется, времени будет даже достаточно мало, чтобы понять его наследие. Итак, слова для приветствия позвольте представить председателю Кабинета министров Чувашской Республики Ивану Борисовичу Матурину. Уважаемый Виталий Петрович, большое спасибо за приглашение на вашу персональную выставку. Она приурочена к вашему недавно прошедшему юбилею, 80-летию. Я рад, что вы по прошествии этих лет не иссякает ваше творчество, желание творить, работать. И сейчас, буквально глядя здесь на стену этого зала, я вижу тот огромный труд, те работы, которые вы сделали за свой творческий путь. Сталкиваясь и с работой вашей графики, будь это живопись или эмаль, я всегда получаю заряд энергии, скрытой в ваших картинах. Здесь уже было сказано, что где-то нужно давать пояснение, но тем не менее все они оставляют огромное впечатление у любого, кто сталкивается с данным произведением. Поэтому вам, как заслуженному художнику Российской Федерации, народному художнику Чувашской Республики, хочу пожелать долгих лет творческих, в первую очередь, хорошего здоровья, чтобы у вас были еще множество персональных выставок, а ваши поклонники всегда радовались вашему творчеству. Ну и в завершение своего короткого слова хочу вручить вам благодарность главы Чувашской Республики за заслуги в развитии культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность Петрову Виталию Петровичу Борски-Вити. Глава Чувашской Республики. Спасибо большое, Иван Борисович. На открытие персональной выставки пришла олимпийская чемпионка. Олимпийская чемпионка Елена Николаевна Николаева, депутат Государственной Думы, и этот факт очень отрадный, поскольку не на все выставки она приходит. Я думаю, что она не будет говорить приветственных слов, возможно, но просто я хочу, чтобы вы знали, вот выставку Виталия Петровича посетила олимпийская чемпионка. Судьба многих художников складывается очень по-разному. Кто-то творит в неведении, творит много, потом раз выстреливает, получается такая помпезная выставка. Кто-то вхож в коридоры власти. Но Виталий Петрович – это человек абсолютно известный не только в пределах нашей республики и России в целом, но мы знаем, что во многих зарубежных странах проходили его персональные выставки. И сейчас я хочу предоставить министрам слово, если позволите. Первому хочу предоставить слово министру культуры, культурной национальности и архивного дела Чувашской Республики Константину Геннадьевичу Яковлеву. Хаклы Виталий Петрович, Хаклы Юлгарсин, уважаемый Виталий Петрович, дорогие друзья. Действительно, сегодня замечательный день, несмотря на погоду. Прежде всего, я хочу сказать, Виталий Петрович, кундатук майора дезиншка. Серебе шагнбек кун тарзабар лебеди, наверное, манава телеево. Вот действительно хочу сказать искренне от души, во-первых, поздравить нашего замечательного, не только художника, это не только общественный деятель, просто человек от души большой буквы. Вот я буквально знаком, может быть, не так много, не так мало, но вот мы сразу нашли понимание, стали друзьями. Вот не боюсь сказать эти слова, потому что действительно мы почувствовали взаимопонимание. И мне это очень радует. И вот даже сегодня хочу сказать, вот смотря на его работы, это именно та, которая в его работах мы можем увидеть это весь цикл жизни наших предков. Это уникальная работа, Виталий Петрович, да,
Во-первых, каждый картин, об этом много говорили, в самом деле, что вот заметно, художников очень много, но вот это является именно, вот, может, даже единственным художником сегодняшнего дня, который по его картинам можно сказать, да, это чуваши. И в Венгрии, и в Америке по его картинам можно сказать, это чуваши. Вот это уникальность. Поэтому я хочу огромное сказать спасибо от нашего министерства, что он пропагандирует нашу культуру на высоком уровне. И его достижение – это достижение нашей республики. Поэтому я просто хочу еще раз вам сказать огромное спасибо и всегда быть с вами рядом, просто как даже другом, и помогать, поддерживать не только как министр культуры, а просто как настоящий друг и патриот своей республики. Тогда будьте рядом. Спасибо. Перед каждым открытием выставки я тереблю своего заведующего сектором информационных ресурсов и говорю, ну будут ли представители средств массовой информации? Для музейщика это очень больной вопрос. Но нам сегодня повезло. У нас здесь министр информационной политики и массовых коммуникаций Александр Степанович Иванов. Ему слово. Уважаемый Дмитрий Петрович, уважаемые друзья, действительно приятный сегодня день. Удивляюсь другому. Сегодня эта выставка, да, открыта, находится в самом таком уважаемом месте. А эти работы днями, неделями, годами лежат у Дмитрия Петровича в архивах, в складах. Вот здесь, мне думается, действительно нужно нам подумать вместе, вот, как Геннадьевич сказали, вот здесь надо подумать, чтобы если эти работы постоянно люди не будут видеть, они читаться не будут. Это достижение наших известных, выдающихся людей должны работать постоянно. Сегодня мы часть здесь, но тем не менее, это проблема наша, мы должны его решать. А я говорю о другом. Действительно, знакомство с Виталием Петровичем было очень приятное. И вот один раз с ним познакомишься, больше не забудешь. Просто человек такой вот особенный, несложный, но со своими особенностями. Человек, который действительно в свои работы вложил столько философии, жизненной философии, которая только ему свойственна. Только он может комментировать. Вот мы сидим иногда с ним, смотрим картину, и вот начинается, откуда взялась идея по этой картине. И что это означает? Объяснивать не поймешь. Поэтому, Виталий Петрович, просьба, действительно, ваши комментарии, средства массовой информации сегодня есть, камеры есть, и будем писать об этом. Давайте вот, я рад тому, что несколько удалось вам помочь в выпуске вот последней книги, которая, да, вот альбом. Издали альбом, ну, конечно, тираж 500 это немного. Если пойдет, давайте еще сделаем это. То есть люди должны видеть постоянно пользоваться этой работой. Я от души всех поздравляю вас с вашим юбилеем, таким небольшим юбилеем, да, 80 это немного. Потому что ему дано еще лет 25 это без ног. Здоровья и счастья. И жизненной сильной нет. Спасибо огромное, Александр Степанович. Я думаю, после такого весомого подарка наступил момент музыкального приветствия. Итак, солист муниципального певческого капеллы «Классика» Михаил Иванов. «Уй, Варинче».